Под полигон будет выделен земельный участок в Сунжинском районе. Как доложил вице-премьер правительства Исрапил Латтыров, изначально по запросу Минобороны России планировалось выделить 8884 гектаров земли. В результате, после обращения жителей Сунжинского района, были исключены земли, предназначенные для выпаса общественного скота площадью 389 гектаров и земли крестьянско-фермерских хозяйств. Таким образом, общая площадь земельного фонда для размещения военного полигона составляет 7833 гектара. После обращения администрации Сунжинского района и руководителей КФХ совместно с администрацией Сунжинского района вами было дано поручение рассмотреть и полностью вывести оттуда все земли КФХ. Были исключены, предназначены для выпаса общественного скота площадью 389 гектаров. Это у нас пастбище в районе Невского, прямо при выезде. 389 гектаров. Земли КФХ площадью 352 гектара. Слайд. Второй слайд. И дорогу на Акши. В первоначальном виде, ну-ка, вернитесь, Райковна. Вот у нас вот эта дорога, видите, вот вывели. Итоги проведенной работы из общего массива от 8884 гектара мы вывели 1051 гектар. Это земли КФХ, земли под Орешника, Медово и дорогу на Арши, Чмуга. И в общем сложности осталось на сегодняшний день 7833 гектара. Из них земли лесного фонда 7661 гектар и 665 гектаров земли Гуков, 170 гектаров земли КФХ. Владельцам КФХ, земли которых затрагивает проект, предусмотрено полное возмещение. Остальные земли являются собственностью государства. Лесной фонд принадлежит Минприроды России, 665 гектаров – госпредприятиям. Важно, что размещение полигона не будет затрагивать реликтовые насаждения Сунжинского лесничества. Юнусбек Евкуров особо подчеркнул, что другого альтернативного места, удовлетворяющего требования размещения полигона, в республике нет. У нас полигон, если мы берем Нестеровка отсюда, да. Берем отсюда, вот он полигон начинается, вот он идет сюда, вверх, и вдоль речки, да, почему мы говорим Алхостые, Галашки, вот эти места, если даже до Галашка даже не доходит. Почему это говорю? Они находятся на той стороне речки, просто вот он идет вдоль речки. Справа эти населенные пункты, за речку полигон не переступает, так? Да. Они идут за речкой на эту сторону, горную лесницу. Здесь полигон. Глубина такая. Дальше. Камал Дерзич, Ардианы, вот эти реликтовые, Хадал Хамаш, Калхариш, оно не затрагивает. Эти леса, которые мы сейчас до часа границы определять, где 7 тысяч, сколько гектаров, которые были в Бамутском лесничестве. Так? Да, все. Они здесь ниже находятся, они затрагивают. Здесь проходит хребет по границе полигона. И этот полигон, он предназначен не для стрельбы артиллерии, для всех, говорю еще раз. Этот полигон предназначен для стрельбы боевыми машинами, танками, экипажами, ну и стрелковыми подразделениями. Что это означает? Это стрельба прямой видимости. Это помещения, которые видимые на удалении там 3 километра, 4 километра. Вот это участок, он отводится, почему я сказал, КФХ и Деркамар-Дарах. В каждом регионе, где дислоцируются воинские части, такие как мотострелковые подразделения, полки, полигоны должны быть в каждом регионе. Это по требованию законодательства и Министерства обороны. Мы не являемся исключением. Выбрать место, где делать полигон, кроме как там, в Малгобекском районе его сделать, то есть не вяжется. Почему? Потому что у нас воинская часть дислоцируется пока в Троицком, так? За Троицком там есть место, там выделенная территория, там, где только стреляет стрелковое вооружение и гранатометы. Но с боевых машин или с танков там нет возможности стрелять.
И, конечно, это место должно быть там, в том районе, в том месте, где эта часть дислоцируется. А потому что мы, регион Российской Федерации, мы тоже должны думать о внешних, внутренних своих границах. Мы тоже должны понимать, что это полигоны этот же самый, или же воинская часть на территории, это налоги, бюджет, это рабочие места и другие вещи. Как пояснил глава республики, размещение полигона повлечет за собой строительство всей сопутствующей инфраструктуры, жилья, социальных объектов, станет источником дополнительных налоговых поступлений в бюджет, новых рабочих мест. Команду полигона, особенно гражданский персонал, будут в большинстве своем составлять жители близлежащих населенных пунктов. Сейчас даже если взять эту полигонную команду, которая будет там работать, и гражданский персонал, и военный персонал, и контрактников, кто это будет в основном? Это будут жители тех же населенных пунктов, которые там находятся. Чемульга, Аршты, Бердюр, Нестеровская. Это будут наши жители, которые там будут служить. Поэтому мы сегодня по просьбе главы района Махмудова Анзейтову вас собрали, чтобы до вас это все довести. Опять же, я понимаю беспокойство тех людей, которые КФХ. Там в Хазыре любой человек, который имеет там землю в этой зоне, мы его просим, он нам уступает эту землю, а мы ему в другом месте даем землю. Даже чуть больше того, что он уступает. Там никто не будет обижен. Но что она ходит, масин ходит. Вот это тоже надо всем понимать. Мы в любом случае где-то должны землю под полигон отвести. На это тоже обращаю внимание. Тем более, вот эта территория, как я говорил, там, где КФХ, там, где личный интерес, мы помогаем людям, а остальное это государственная земля, государственная территория, лесной фонд Российской Федерации. Так? Да. Тоже надо всем это все правильно понимать. Поэтому Цубулака, конечно, какие-то могут быть вопросы, я на них отвечу, но я для республики нужно. Ну и для обороноспособности нашей страны. На это тоже обращаю внимание. Старейшины сел Сунжского района, общественники, религиозные деятели поддержали проект и выразили уверенность, что подобная инициатива позволит улучшить инфраструктуру района. Мы сейчас, после нашего разговора, обязательно людям разъясним целесообразность вот этого полигона, необходимость. А то люди воспринимают так, как наказание, как будто нас берут еще под одно кольцо. Контроль, это все это недоумение. Мы это разъясним, и для нас это понятно, для чего это, как вы сказали, сколько много контрактников у нас служит. Троица, мой лично, мой сын 3 года там служит. Саперы, хороший отзыв, и помощь была хорошая, и все прекрасно. И второй вопрос. Мы бы хотели людям разъяснить,
целесообразность мы понимаем, какая польза, ну, видно, налогов, мог бы этот полигон дать Сунжинскому району в плане экономического развития нашего района. Опираясь на него, возможно, многие привилегии, может быть, и помощь в нашем районе, как вы думаете, какая целесообразность? Хорошо, спасибо. рабочие места, полигон, рабочие места, первого после вы вас позвал лиха беда начала. Вы молодо выиграл, вы сразу без миллион сразу без куда. Генерал Володя, герой Советского Союза Володя, судей Хагена, и вчера был Володя, делал Володя, Кыргызчик, Ишки, Бошки, Хагена, все, что Володя чувствуется общественным. Делал Володя лично и хватал бизнес. А сами Сугай Журден, Бэс личным судом, суказатель, базатель, последний пришера, 720 посадочных мест, Хаушла Хаяй, Шола я Аллади, я чувствую, Каладон. شيء بيز برحدة في مسجد شريرة إذا كسر سجع حياة أكتر شيء صور ديسكي سابي تاع قوان حياة لا فوق حياة إذا ويجد ملا يبين استريد سبالدونا نجع سبع قرحان يعني نور يا كي ناحية قدر يا إزبال ده هم حدش فرحان دي ديس لا تقول نسوش بسامع دراسة وش ولي أمبلس ولي اسم عقوان حيوية تحيات سادسين يبزاك نشرة خاشرات كذا دريقون Рабочие места. Вот этот момент мне понравился, потому что рабочие места создаваться будут очень прекрасно, потому что, наверное, задействована наша молодежь, будет иметь где работать, зарабатывать, кормить семью и так далее. Но в любом случае, я надеюсь, что это будет все хорошо у нас, все будет отлично. Не сомневаюсь в этом. Спасибо вам за такое, значит, объяснение, что да, Министерство обороны все-таки правильное решение сделали, раз такое указание было. Также на базе полигона будет создано военное лесничество, а в самой воинской части в том числе будут служить и уроженцы Ингушетии. Хадза Добреева, Хусейн Гаеев, Юсуп Ханиев, Новости 24.